Я вот однажды пришел после одного мероприятия, очень сильно устал, думал, ну для чего я это делаю? И понял, что это просто мне нравится. Это мне нравится. И вот когда видишь людей, наших земляков, которые собираются вместе, чему-то радуются, да, это мне напоминает наши семейные посиделки на Цагансара, когда праздник, мы всей семьей, родственники приходят к нам в дом, жарим борцики, все собираемся, все весело. И это моя семья, это в миниатюре, да, отображает всю ту организацию, которую мы сейчас вот делаем. Вот. Только это более глобально. Мы всегда работали на совесть, честно, открыто, справедливо. Не знаю, я почему говорю об этом так легко, потому что уверен, что вряд ли найдется какой-то человек, который скажет за нас плохое слово. Мы всегда, если брались за дело, практически все проекты доходили до логического конца. И вроде бы успешно, вам судить. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. Почему мы хотели это сделать? Мы хотели создать площадку, где вот мы, калмыки, могли в своей обстановке в Москве, да, то есть мы сюда приезжаем в Москву, ходим на какие-то там в тот же в кафе, там в бар, куда-то там, все равно есть такой небольшой как страх чего-то. А когда мы приходим в тусовку, где все свои, мы расслабляемся. И вот на тот момент мы хотели создать такую тусовку, где мы могли бы там чувствовать себя как дома. И на тот период в Москве очень модными были азиатские вечеринки. Но мы, как молодежь, тоже посещали их и видели такую картину, что как бы там разные национальности, все друг с другом как-то там общаются, там и драки бывали. И вот впоследствии создали вот как-то такую площадку, где вот мы между собой, так сказать, будем общаться. Я считаю, что наша организация поднимает гражданскую активность. То есть вообще моя мечта, чтобы на каждые 100 человек была общественная организация. Потому что когда люди активные, они что-то делают, что-то производят, и они вокруг себя делают что-то лучше. А если как бы все разрознены, человек не знает, куда идти, куда прислониться, и вот он как в поле вот, колосок, то туда, то сюда, как бы принимает какие-то чужие религии, там, уходит в какие-то секты. А мы как бы создаем то место, куда могут люди прийти, порадоваться, пообщаться. Вот. И это, как сказать, ну, в первую очередь, Джунгари, конечно, это для меня люди, для которых мы все это делаем. РО это просто форма, которая сейчас юридически нам важна, да? А вот именно сама, как говорится, сам Дотур, это ее люди в первую очередь. Для меня Джунгари это больше как хобби. То есть почему я этим занимаюсь? Мне нравится организовывать. Мне нравится вот эта движуха постоянная, с кем-то ты созваниваешься, что-то организовываешь, договариваешься. Наверное, успех, я бы так сказал, есть только потому, что я люблю свое дело. Когда ты любишь свою работу, тогда я даже готов бесплатно это делать. Для меня Джунгари это не огромный труд. Я делаю просто то, что мне нравится. А что такое организация? Это ответственность, это знакомство, это проявление там каких-то своих качеств, общение. Ну, мы в России живем здесь вот так вот. Договорился, обозначил время и следуешь своим договоренностям. Вот так происходит организация. Наверное, Джунгари это
То, что нас здесь объединяет, Халимгут, это землячество, это спортивные мероприятия, это концерты. Вот вы пришли на концерт, вы встретились со своими родными и близкими, встретили своих старых знакомых, пообщались, обнялись, обменялись номерами, молодежь знакомится. Я был лично на 2 свадьбах в Элисте. Меня приглашали люди, которые говорили: спасибо вам за то, что вы провели землячество в Москве. Вот благодаря вам я нашел свою там вторую половинку. Вот. И, ну, не знаю, мне было приятно. Придешь на свадьбу? Ну, приду. Ну, я так приходил символически. Сколько пар мы создали, сколько молодых семей, я не знаю, мне кажется, много. И просто даже вот такие простые случаи, от них я получаю удовольствие. Не знаю, просто кайфую. Концерт провели, весь зал встал, хлопает, все. Мне больше, в принципе, ничего не надо. Вот это и есть Джунгария, объединение. А что нас здесь еще объединяет? Ну, просто Джунгария — это в умах, это дискотеки. Да, мы с этого начинали, но сейчас это уже, мы уже вечеринки не делаем лет 5. Ну, в первую очередь, Джунгария — это мои земляки. Это все земляки, которые, все те люди, которые связаны с Калмыкией. Вот. Потому что сама организация, мы же делаем это для кого-то, мы делаем это для земляков, для того, чтобы они пришли, порадовались. Был период, когда я отходил от Джунгарии, это было, наверное, 2012 по 2014 год, что ли. Но я полностью отошел, то есть не занимался. Но потом то ли понял, то ли так получилось, что я все-таки не могу. Но мне это нравится. Мне нравится вот эта движуха сама. Организовать, договориться, там, узнать что-то там. Вот. Это как образ жизни, что ли. Я вот пришел недавно к этому мнению, что это все-таки просто хобби. Без этого реально скучно жить в Москве. Вот сейчас, ну, я со многими общаюсь, вот взять обычного статистического там калмыка, который в Москве живет. Что такое жизнь в Москве? Это работа, дом, в пятницу там встреча с друзьями. А у меня вот как-то, не знаю, может, мне повезло, и как бы в этой тусовке кручусь, и бываю в разных, так сказать, обществах, и, не знаю, мне это нравится. У нас есть 6 основных проектов в год. Если так брать по году, да, это 20% времени моего сжигает. Но это, наверное, все равно, что человек ходит на какую-то секцию, он тоже какое-то время тратит. Соответственно, и я трачу свое время на то, что люблю. Потому что, ну, я занимаюсь спортом, да, тоже какое-то время отдаю этому, но это мне приносит, конечно, больше удовольствия, самоудовлетворения. Хочется быть нужным. А как получается совмещать, ну, честно говоря, это не мешает, не мешает. Если бы я бы это отбросил, может быть, даже я был более несчастлив, да? Моя жизнь стала бы более серой, вот. Потому что все-таки это эмоции. На определенном уровне мы, я считаю, что справились со своей задачей. Задачей объединения калмыцкого народа здесь, в Москве. Ну, по крайней мере, среди молодежи. Сейчас мы хотим, ну, так скажем, мы закидываем удочку на будущее, хотим здесь объединять наши братские народы. Калмыков, бурятов, тувинцев, монголов. Ну, что-то вроде вот в Элисте был этот хамак-монгол. И в Москве мы более-менее тесно общаемся с бурятами. И так получилось, что на тот момент мы с Убушем предложили провести этот праздник грандиозный, как спортивное мероприятие, совместно с бурятами. У бурятов есть игра Хэр-Шай-Алга, называется ломание хребтовой кости. Как раз сегодня я хотел бы уделить внимание именно этой игре. Дело в том, что она есть у калмыков, но мы немножечко ее забыли. Ты же прозрачный, вышел ты. Так закалялся калмыцкий воин. Это входило в определенную боевую систему воспитания калмыцкого воина. Ну, самое запоминающееся, конечно, это... Ну, для меня это спортивное землячество. Вот Зунан-Адун, когда мы зарегистрировались в Доме национальности, в Московском Доме национальности, там мы познакомились с другими землячествами, это бурятское землячество. Там у них есть лидер Батыр Дугаров. Вот, он заведует по спорту именно в департаменте Москвы.
И вот мы как-то скооперировались на основе как Хамак-Монгол, братство монгольских народов, и организовали большое мероприятие на стадионе. И, соответственно, как бы, приурочили это к фестивалю «Многонациональная Москва», кажется. Вот. И нам выделили большой стадион в Доме пионеров. Это было глобальное мероприятие, где было около 20 дисциплин спортивных. Был хороший бюджет. На тот момент нам помогло правительство Калмыкии. Вот, и у нас такие достойные призы были. То есть за первое место около 30 тысяч рублей было по национальной борьбе. Вот. Мы делаем заклад вот в эту сторону тоже. То есть я считаю, что да, хорошо, если мы здесь, калмыки, объединяемся, но мы можем быть еще сильнее, если мы будем работать совместно, то есть еще подключить и бурятов, и тувинцев. Ну, мне бы хотелось, конечно, чтобы и с нашей площадки, да, организовывались еще другие площадки. Вот это, мне кажется, я был бы рад, если бы на каждую сотню человек была одна общественная организация. Мы связывались например, город Салихард, где много калмыков. Звонили, говорят, спрашивают, есть ли у вас общественная организация. Там, к сожалению, нет общественной организации, но они там активные. Я смотрел, у них группа есть, ВКонтакте писал, спрашивал. Но на самом деле именно активных людей не хватает. Но они выявляются именно посредством таких объединений. Всегда найдется какой-то лидер, который будет заводить. Но если людям негде собираться, он и проживет все в неведении. Может, он где-то хотел реализоваться, но у него не было площадки, где собираться. Вот. Сейчас в данный момент у нас есть возможность собираться, у нас есть место, это постоянное представительство Калмыкии. Благодаря Чингису Николаевичу Берикову. Мы там постоянно собираемся. Они существуют уже более 12 лет, 13-й год. Ребята молодцы, и те люди, которые создали этот вектор, который заставляет объединяться всех. Просто начиная вроде каких-то с мелочей, вечеринок студенческих, спортивных мероприятий в парке, на первоначальном этапе у них было. Они как раз своим примером показывали, что все просто, главное, чтобы было желание у людей, чтобы что-то делать и объединяться. И я думаю, эту традицию они заложили 12-13 лет назад. И в итоге сейчас что и получилось на данном этапе. Клуб калмыцких землячеств Улан-Золотая, это можно смело сказать, это их идея такая. Я сменил очень много работ. Я работал в банке, работал и товароведом в «Пятерочке», работал логистом, работал оператором ЭВМ, в студенчестве работал крупье. И допустим, на примере банка, я работал в банке, выдавал кредиты. И деньги идут, кредиты выдаются. Но я чувствую, что кредиты эти людям впрок не идут. И люди от этого больше несчастливы. Какие-то неимоверные страховки им подключать и так далее. И я чувствую, что я пользу не приношу. Мне всегда хочется пользу приносить, быть нужным. И как раз таки Джунгария дает мне этот. И в данный момент сейчас работаю в ЖКХ. Я понимаю, что я людям нужны. То есть без меня у людей просто элементарно света не будет. Да? Я приду и починю. И именно чувство нужности, оно греет меня и дает еще больше силы. Я приехал в Москву примерно недели 2 назад. До этого я жил в Элисте. Но опять-таки я жил в Элисте и на мероприятии. В Москве, в принципе, раз в 2 месяца точно бываю. Раз в месяц, раз в 2 месяца. Последний год живу в Элисте, решил попробовать себя дома. В последнее время развиваюсь, читаю книги, посещаю семинары. Я, честно, чувствую в себе какое-то изменение. Захотелось дома попробовать свои силы. Поехал домой. И сейчас это модно быть предпринимателем. И открыл кальянную на 8-м микрорайоне. Я прошел, курсы в Москве, курсы предпринимательства, и думаю, надо же, получил теорию, надо практика.
И недалеко от дома открыл кальянную, называется Марья Ивановна. Но сейчас у меня другой путь развития. Я отошел от этого бизнеса, потому что, ну, я не знаю, так произошло, что у меня немножко переоценка ценностей произошла. И вот приехал в Москву и думаю здесь что-то придумать. Ну, у меня так жизнь не складывается. Я давно не работал по найму. Но я хочу здесь отметить, я не то, что я этим не хвастаюсь, что я не по найму не работаю, просто так получилось. Это какие-то проекты там, если там крайний год я занимался там открытием кальянной, то до этого я брал в аренду с моим другом Бадмой Хантаевым ресторан Даяна. Кто, скажем так, в тусовке там движух калмыцких знает, что мы на тот момент, это был 2017 год, лето, летняя площадка, мы разорвали просто весь город. То есть мы сделали так, что весь город тусил только на Даяне. Вот. Ну как-то вот такие моменты. Мне нравится брать какой-то проект, смотреть, что там не хватает, какие-то там, ну, где там нужно подкрутить, в общем, и выводить на уровень вверх. Мы же буддисты все, да, у нас в философии как бы не навязывать, да, кому-то. Но как бы, когда взрослеешь, как бы, первый человек, который там хочет кого-то научить, это твои дети, да. Ну, земляки-то не наши дети, мы их не сможем учить, вот, их что-то навязывать. Есть какая-то идеология, да, быть вместе. Мне кажется, этого достаточно. Потому что, опять же, я говорю, что люди сами знают, куда идти. Им просто немного надо помочь. Вот это своего рода инструмент, эта площадка. Объединяйтесь, действуйте, делайте. Это на самом деле странное ощущение. Я в Калмыкии никогда не вешал, а тут я приехал в Москву и стал немножечко религиозным. Вот Халимгут организовали здесь пагоду, и теперь частичка Калмыкии здесь присутствует. Очень приятно, то, что вот именно в столице нашей родины есть такое место, где калмыки тоже могут ощутить себя дома. Неода Халимкун келдиги цаган байрыгы сардан болдук. Дегадода хугар күнтә үрмөт, көдүлчү көйүт, такник цугадакытын цаган сарын байырла йөрәҗәнәү. Ода кесин көдүмсүн кемтир ога йовтха, кесин үктүнүм таволжовук. Маднегига байрылжы бистин. Ода ирсин мадын болучун, ирүсин тадын болучун хугар утнаста баткешкта, сен сәхин маңына тингир, күйікті шуктаган, дәм далуга, гем шалты гуга, яхыги хызоулун гуга сен сәхин йовсхатын. Из года в год мы наращиваем публику. Каждый год мы делаем Зул, Цагансар. Вот завтра будет праздник, мы проводим Цагансар. Завтра у нас, я думаю, будет полный зал. До этого мы собирали там 700 человек. Вот. Ну и постепенно нас узнают. Если мы раньше работали на молодое поколение, сейчас нас узнают уже более старшее поколение. Ну и я скажу, что это, конечно, не без Улан-Золотой, потому что с Улан-Золотой к нам прибавился другой контингент, это уже взрослое поколение, которое распространяет всю информацию вот, о наших мероприятиях, и, соответственно, на наши мероприятия приходят. В свое время была ассоциация калмыцких студентов, которая достаточно успешно занималась студенческими проектами в Москве, затем занималась творческими проектами, в том числе организацией концертов. Но в связи с тем, что появились такие активные ребята, соответственно, ассоциация калмыцких студентов фактически передала эти полномочия по организации творческих вечеров, концертов, спортивных мероприятий, организации Джунгария, и ребята не подвели. На данный момент считаю, что ребята прошли большой путь, и вот на сегодняшний день мы видим концерт великолепный, который вот сейчас проходит в стенах Дома культуры Московского авиационного института. Вы прекрасно видите, наверное, и организацию, которая, скажем так, на уровне, да, на должном. Значит, и считаю, что ребята, конечно, тот большой путь, который они прошли, позволил им и провести не только сегодняшний концерт, я думаю, что и тот успех, который у них есть, не только
скажем так, в нашей среде, среди землячества, он оценен достойным образом и на, скажем так, и на уровне правительства Москвы. Ребята входят в Московский дом национальности, их и знают их деятельность не только, скажем так, получается, на региональном уровне в Калмыкии, но и в Москве, и в целом на правительственном уровне. Во-первых, я хочу поздравить вас с праздником. Я очень благодарна за приглашение посетить праздник весны. И да, действительно, как вы и сказали, то, что я работаю в Федеральном агентстве по делам национальности, то очень часто мы посещаем мероприятия, организованные всеми народами нашей многонациональной страны. И я считаю, что, наверное, это один из самых простых способов, чтобы познакомиться с культурой, с историей, с традициями народа. Я уже не первый раз посещаю калмыцкие мероприятия. У меня вот даже можно посмотреть такие необычные браслеты из лотоса, очень красивые мои обереги. Потому что мне кажется, что то, как ты пропускаешь это через свое сердце, каждый найдет здесь что-то для себя. И поэтому для меня каждый раз это сильное впечатление, потому что я очень люблю искусство и искусство танца. И поэтому такого уровня постановки, которые есть у театров, у представителей калмыцкого народа, это, конечно, очень впечатляет. И я всегда с удовольствием проникаюсь в ту историю, которая презентована через танец и теми добрым и светлым посылом, который всегда наполняет любое выступление калмыцкого народа. Я считаю, что очень важно, что здесь все вместе организуют это мероприятие, что и землячество, и постоянное представительство Республики Калмыкия в Москве. То есть вот такая консолидированная позиция и общества, и представителей государственных органов, и то, что здесь все вместе участвуют в организации мероприятия, и то, что приглашаются все представители народа калмыцкого, это очень здорово. И это всех нас объединяет и создает всем настроение и понимание того, что мы все вместе. И хорошо, если мы знаем и изучаем культуру и историю друг друга. Тогда вот это рождает уважение ведет к сотрудничеству. И это не пустые слова, это на самом деле то, на чем строится, мне кажется, все самое хорошее и понятное в этом мире, в обществе. Поэтому для меня лично это сегодня просто возможность вместе с друзьями провести приятное время и проникнуться, узнать что-то новое для себя и выйти и понимать, что я еще чуть больше прикоснулась к этой удивительной пласту истории и культуры калмыцкого народа. Ну, в этом году у нас новшество. Мы перед концертом сейчас делаем мастер-классы, которые организовали женщины Калмыкии. Это новая организация на основе Улан-Залаты. Вот. В Улан-Залате родилась эта вообще идея. Вот. И вот в этом году перед концертом они проводят мастер-класс, чтобы вовлечь детей в калмыцкую культуру. Я ежегодно прихожу на встречу наших организованных Джунгарией объединением. И я очень рада, что вот такие вот есть ребята, молодежь наша, которая вот так вот собирает нас. Мы уже более нескольких, 10, ну вот, почти около 10 лет живем здесь. И вот один раз в году вот так встретишься со всеми, то ты получаешь большое желание дальше, чтобы процветала наша Калмыкия, чтобы наша молодежь всегда помнила свою речь. Подрастающие наши внуки видели, как нужно беречь свой язык, чтобы они были национально гордыми за наших калмыков. Большое спасибо. И очень от души прям я хочу сказать спасибо всем организаторам, спасибо нашей калмыцкой диаспоре, которая тоже помогла. И хочу сказать большое спасибо всем вам молодым, чтобы счастья, здоровья и процветания всем вам в нашей Калмыкии. Ежегодно калмыцкие мероприятия, которые организует Джунгария, посещаю. Зул, Цагансар ежегодно. И очень рад, что не обделены жители Калмыкии, находящиеся в Москве, вниманием со стороны наших земляков. И с радостью посещаю такие мероприятия. Уже привыкли к одним и тем же лицам, примелькались и довольно позитивно, все хорошо. Всегда с восторгом все воспринимаю, и поэтому только рад. Большое им спасибо.
Всем доброго вечера, всем желаю сразу позитивного настроения. Я посещаю мероприятия не так часто, на самом деле, в силу своей занятости, учебы, работы, но мне нравится посещать, потому что это такая ностальгия, да, воспоминания, которые я посещала раньше часто в Элисте, такие мероприятия в Москве. На самом деле их бывает, к сожалению, не так часто, но когда они бывают, я получаю удовольствие, я получаю массу энергии, вижу своих близких земляков, и меня это радует. Мне кажется, это такие активные ребята, которые заряжают своими силами, своим позитивом, своим таким настроем, и очень радует, что благодаря им остается вот эта калмыцкая культура, которая распространяется не только в Калмыкии, да, но и за пределами, что очень радует, интересно, и мне кажется, нужно это продолжать, потому что нас и так мало, вот, и, конечно же, важно развивать это, направлять. Я ребятам желаю только удачи, идти вперед и, самое главное, такого настроя для всех, чтобы каждый человек присоединялся и тоже ощущал их вот такую групповую динамику и позитив. Как говорил со сцены один из представителей Джунгарии, Адиан, действительно состоялась встреча представителей организации Джунгария, и они вышли с такой инициативой, чтобы Калмыцкий государственный университет, творческие коллективы нашего университета выступили в Москве. Ректор Бадмактин Салаев поддержал эту инициативу, и вот в скором времени мы приехали сюда. Действительно, подготовка была такой очень серьезной, потому что мы понимали свою меру ответственности, потому что в первую очередь мы представляем лицо нашего университета и ни в коем случае не могли подвести. И у нас были определенные задачи, которые перед нами поставило руководство. Но сейчас, после того, как концерт прошел и как принимали зрители, какие были эмоции, мне кажется, очень хорошо прошел концерт. И, наверное, теперь такая практика, она может быть и продолжится в дальнейшем. Пока сложно загадывать, но, тем не менее, какие-то уже идеи на дальнейшее сотрудничество, на подобные какие-то проекты в ближайшей перспективе, возможно, будут иметь место. Когда пошел такой разговор, что наши коллективы едут в Москву, ребята отреагировали очень так бурно, потому что сразу мы начали обсуждать, кто поедет. Те, кому посчастливилось приехать, они сейчас в полном восторге, потому что каждый человек, когда он приходит в ту или иную организацию, будь это бумбин, будь это оркестр, у него должен быть стимул. И вот такие мероприятия — это действительно такое хорошее подспорье, когда каждый может проявить все свое творчество, которое в нем есть. И, конечно же, в этом еще огромная заслуга наших художественных руководителей. Это Дальгир Цыренова и Савар Катаев, которые действительно в эти коллективы вкладывают свою душу. И ту работу, которую они делают сегодня, вот вы могли увидеть на этой сцене. Уже могу с уверенностью сказать, дорогие друзья, Адиан и Юлбуш, все-таки мы сделали этот концерт, совместный наш проект. Вообще было комфортно работать, и могу просто вам пожелать всего самого хорошего. То, что вы делаете, это действительно дорогого стоит, и без таких проектов, не знаю, жизнь, наверное, будет в разы скучнее. Вы огромные молодцы, спасибо вам большое, я был рад познакомиться с вами. И уверен, что наше дальнейшее общение и наша работа продолжится. Будучи студентом, конечно, я обучался в Москве и ждал вот этих всех прекрасных моментов, которые связаны с землячеством. Не пропускал ни одного праздника, старался, потому что обучался один в академии из Калмыкии, и на тот момент, конечно, мне было тоскливо в чем-то, и родная культура в моей жизни в таком формате не было представлено широком, так скажем. И времени как такового не было там часто ездить на родину. И с удовольствием большим ездил на землячество, на наши концерты, на какие-то всевозможные тусовки молодежные. Старался не пропускать, общаться с нашими земляками. И сегодня, впервые приехав на землячество с концертом, конечно же, испытываешь такие чувства. Вообще, когда я ехал сюда, я ни о чем не думал, кроме о том, как выйдут люди из зала, какие выйдут они. Потому что я в свое время сам выходил. Иногда был я не очень довольный, так скажем, чем-то, да, допустим. Мне всегда хотелось чего-то большего, там, конечно же, что-то услышать. Я надеюсь, сегодня мы оправдали надежды. И вот ребята молодые, я вообще
на сегодняшний день очень тесно связан с молодежью. Мне хочется, чтобы молодые, да, вот сегодня двигали нашу культуру, наше калмыцкое искусство, музыку и все различные жанры другие. Я думаю, сегодня конкретно у них это получилось. Потому что когда глаза горят, сердце вот, и душа, это все вместе, когда собирается такой пазл, так скажем. И это, знаете, по ощущениям я даже не могу передать. Я вижу, что зрители это чувствуют, когда молодые хотят вот, не то что доказать что-то, да, что-либо, просто они отдаются. Я сегодня, когда был за кулисами, что танцоры, что артисты выкладывались полностью. Нету такого, что там, о чем-то у них какие-то мысли их преследуют. Никаких. Они приехали все вот просто для земляков, ради земляков, порадовать всех. Тем более такой праздник, это же не каждый день бывает. И выезды у нас, к сожалению, не каждый день. И, конечно, мне хотелось бы поблагодарить вообще вот организаторов. Это вот наш Джунгари, Улан Золота, наше землячество, клуб калмыцкое землячество, нашего постоянного представителя. Очень сильно мне хотелось бы поблагодарить Банму Катиныча Салаева, потому что без его поддержки вот этот выезд, наверное, наш был бы очень сложно совершить. И ребята все, вот я не знаю, вот сейчас, вот сегодня мы что-то сделали, мы всегда ставим что-то выше планку. И я не знаю, как завтра мы начнем как бы новый лист нашей истории, и что мы будем придумаем еще. Мне самому это интересно, и я знаю, ребятам интересно. И вот в этом таком интересе совместном, я надеюсь, у нас что-то родится новое, и мы постараемся радовать, конечно, всех наших земляков, всех россиян. Да, потому что сегодня слушало много нас, и друзья мои приходили, смотрели, и, конечно же, им все понравилось. Я стараюсь не пропускать такие мероприятия, потому что, когда находишься далеко от родины, ты всегда испытываешь дефицит. Дефицит вот этой вот атмосферы, культуры нашей родной. Поэтому сегодня пришел с большим таким вот желанием соприкоснуться с нашей республикой, с нашим народом, с нашим духом. И остался под очень таким большим впечатлением от того, что увидел сегодня. Ну, мы, конечно, с ребятами, по-моему, из Джунгарии все пересекались. Кто как, но я думаю, что никто, если спросишь среди калмыков Джунгарии, все знают, что это такое. Поэтому и Адьяна, и Убуша я знаю лично, мы с ними периодически общаемся, встречаемся. Они поддерживают некоторые наши направления, в том числе, в частности, мои какие-то вот проекты личные. Поэтому я к этим ребятам отношусь очень хорошо, и всегда, когда есть возможность поддержать их в ответ, я это делаю. Сегодня этот концерт отличался от других концертов тем, что на сцене были студенты. А вот эта энергетика молодая, вот это вот отношение к своему делу, такое какое-то креативное, легкое, оно подкупает. И вот люди, которые сегодня были в зале, вообще в целом в Москве люди, которые приходят в зал, они очень сильно ностальгируют, им не хватает вот этого вот глотка чистого воздуха, да. И когда приезжают коллективы профессиональные, безусловно, это круто, здорово, все четко. И всегда это вызывает восторг в зале. Но сегодня была особая атмосфера именно потому, что это были студенты Калмыцкого государственного университета. Я был горд за то, что в нашем университете есть такой ансамбль, такой коллектив. И поэтому, пользуясь случаем, хотел бы передать большой привет и слова благодарности Бадме Катиновичу Салаеву. Ну и, безусловно, я думаю, что без таких энтузиастов, как Убуш и Адьян, такие вещи не происходят. Поэтому эти ребята заслуживают очень больших, теплых слов. В общем-то, я думаю, что в дальнейшем, если они будут что-то делать, я готов во всех направлениях их поддерживать. Я себя не представляю без Джунгарии. Это то, чем я дышу. Это мои эмоции, страсть. Я называю это движухой. Вот эта работа, которая идет на объединение, это движуха. Но если так случится, что Джунгарии не будет, то останемся мы. Будем мы дальше продолжать эту работу. Пока есть мы, есть Джунгария. Хотелось бы обратиться всем людям, которые нас знают, которые знают Джунгарию, которые, может быть, посещали наши мероприятия, что вы в силах сами создавать любые движения, любые мероприятия. Вот. Все это, во-первых, для вас, для того, чтобы вы дружили, чтобы вы общались, и чтобы вы были сильнее. Вместе мы сила.
И сейчас на эту сцену мы хотели бы пригласить еще двух замечательных молодых людей, без чьего участия не прошло организация этого концерта. Это представители региональной общественной организации «Джунгария». Под ваши аплодисменты Адиан и Угуш. Давайте встретим их также аплодисментами. Үлесе менде гарут, утнаста, батыкешкта болтун. Спасибо большое, что пришли на наш концерт. Мы старались. Без вас бы этот концерт не произошел. Вот. В любом случае, самая большая награда — это что вы приходите к нам. Мы все делаем ради вас. Спасибо. Мендут всем. Как концерт вам понравился? В общем, такую предысторию скажу, уже Бумбин Урын мы хотели года 2 назад позвать, не получалось. Так получилось, Бериков Чингис Николаевич нас вел. Я вот ездил на зимние каникулы домой, сходил в КГУ, встретился с Алаем Дамакатиновичем, рассказал ситуацию, что мы хотим видеть вас в Москве. Дамакатинович сказал: хорошо, сделаем. Ну, примерно вот так это произошло. И вот то, что вы видите, вот так вот. Мы хотели, короче, записать ролик, как все делают звезды. Короче, мы сейчас снимаем, и вы знаете, что кричать. Халимгуд! Халимгуд!